болит. Давай без шуток, понял? Не надо. Я сам. Темный ты еще. Вот оно будущее. Товарищ. Товарищ. Отпусти меня. Зачем? Ютте. Дети есть. Ешь давай. Ше. Оранданын жерим жуттум. Ты что, веришь во все эти сказки? Какой сказка? Ну вот это вот.
Ну, сказки-то и дремучие. Думаешь, он есть? Кто? Я про Бога. Думаешь, он есть? Запомни, Бог тебя не спасет, потому что его нет. Понял? Бога нет. И твоя судьба теперь в моих руках. Только я решаю, жить тебе или умереть. Захочу, могу отпустить тебя. А могу в город доставить. Там тебя будут судить, потом расстреляют. Ты ведь преступник, контрреволюционер. А вот если бы ты не верил в Бога, я бы тебя отпустил. Отпустишь? Ну скажи, что Бога нет. Только искренне, от всего сердца, чтоб я поверил. Бога нет. Чего? Бога нет. Ты громче, чтоб на небе было слышно. Бога нет. Громче! Бога Ты нет. громче, громче давай! Бога нет. Бога нет. Бога нет. Ну ты дурак. Ты что, в самом деле думал, что я тебе поверю? Товарищ, Что? отпусти меня. Зачем? У меня дети в юрте. Как они без отца? Скоро осень. Гузей будет. Берега чокпа. Скот. Ухаживать надо. А им Бог поможет. Как? А вот так. Эй! Помоги мне! Дай хлеба! Дай денег! И всего у тебя будет вдоволь. Только усердней молиться надо и обязательно головой об землю. Эй! Помоги! Эй! Понял? Товарищ. Так не бывает. Конечно, не бывает. Даже ты, глупый туземец, догадываешься, что Бога нет. Вранье все это. Я ведь учился. Писать умею. Читать могу. Умеешь читать? Нет. А латынь знаешь? Нет. А философию, науку? М. Вот видишь, неуч ты. Потому и веришь во все эти сказки. Наука говорит, что Бога нет. Бог не доказан. Понял? Ты, наверное, еще в призраков, в духов веришь.
Да. Духи есть. Гора, перевал, река, озеро. У каждого места дух есть. А доказать можешь? Как? Ну, по-научному. Потрогать, пощупать. Долго же ты соображаешь. Товарищ, а воздух есть? Воздух, которым мы дышим? Конечно, есть. Вот, товарищ, воздух есть. Воздух руками не потрогать, глазами не увидеть. Духи тоже есть. А вот тут ты ошибаешься. Воздух доказать можно. Его даже можно взвесить. Я, правда, не знаю как, но наука говорит, что можно. Умные люди говорят, что воздух есть, и он доказан. Умный человек говорил, духи есть. Он их видел. А сам-то ты видел духов? Нет, Так о чем тогда говорить? Если не видел, значит их нет. товарищ, а воздух есть? Что ты хочешь этим сказать? Воздух есть. Руками не потрогать, глаза не увидеть. Но духи все равно есть. Знаешь, туземец, вот смотрю я на тебя и понимаю, ты не виноват. Но нет твоей вины в том, что ты такой тупой. Ты же ничего не видел. Ты Москвы не видел, Петербурга не видел, железной дороги, паровозов не видел. Но ты же ничего не знаешь. Ты не знаешь, что такое прогресс, медицина, наука. Ты жизни не видел. Тебя просто всему этому не учили. Ничего, скоро сюда придет советская власть, и мы вытащим вас из темноты. Мы дадим вам образование, медицину, научим вас думать. И ты перестанешь быть таким тупым. Прогресс. Понимаешь? Прогресс шагает по планете, и его не остановить. Он доберется до всех и до каждого, и до тебя доберется. Прогресс. Скоро здесь вырастут города, появится железная дорога, люди будут ходить в театры, в школы, в больницы. А храмы мы уничтожим. Храмы? Религия – это яд. Когда люди будут по-настоящему учиться, храмы им будут не нужны. Вот ты учился, Нет. а я учился. И знаешь где? Я ведь сам-то деревенский, и род наш крестьянский всю жизнь на помещика батрачили. Так вот, у помещика был сын моих лет. И отправили меня вместе с ним в стольный град Петербург. Его учиться, уму-разуму набираться, а я так, прислугой. Тут помог, там помог, грамоте кое-какой обучился, ну и завертелось. Сынок-то помещика в кружок записался, Маркса мне читал. Жалко его. Добрый был, помогал всем, мечтал о равенстве. Да только смела его революция. Ну вот, значит, остался я один. А что делать? Не в деревню же ехать. Что я барину скажу? Не сберег сынка вашего.
Он, конечно, враг классовый, но шибко добрый. Прикипел я как-то к нему. Но он один такой добрый. Все остальные буржуи кровопийцы лютые, понял? Деревню свою вспоминаю часто. А еще чаще Петербург. Шибко мне там нравилось. Выходишь, бывало, из парадной, а перед тобой Нева, фонтаны, мосты. Красотища. Да вот только вся красота эта меркнет, когда попадаешь в другие районы, где голод и нищета, где цеха и Путиловский завод. Каждый день умирают от каторжного труда, и никому до этого нет дела, понимаешь? И в газетах про это не напишут. А на место одного умершего рабочего приходит другой рабочий, такой же голодный и нищий. И он должен работать, должен вкалывать, чтобы богатые богатели. Чтоб вели беззаботную жизнь, пили дорогие вина, ели изысканные блюда. А рабочий взамен этого получал копейку и кусок черствого хлеба. Людей морят адским трудом, понимаешь? Чтоб они скорее старели и умирали. Знаешь, как надо мной шутили в Петербурге? Мы ведь с сыном-то помещика были ровесники, одногодки. Так вот, он, как все буржуи, выглядел молодо. Кожа белая, руки холеные, а меня дядей Степой называли. Потому что рядом с ним я смотрелся лет на 10, а то и на 15 старше. Знаешь, смотрел я на себя в зеркало и понимал. Вот она, доля моя крестьянская. И ведь не один я такой. Все рабочие и крестьяне выглядят так, будто им в могилу пора. Но ничего. Скоро всему этому конец придет. Потому что произошла революция. Революция! Слыхал? Слышал. Что слышал-то? Был белый царь, нет белый царь. Ленин башки теперь. Нету еще народной власти, но мы ее установим. Обязательно установим. И вот когда везде будет власть советов, вот тогда народ заживет. Люди наконец-то станут жить свободно, понимаешь? Свободно. Люди будут равны. Не будет ни бедных, ни богатых. Если не будет бедный, не будет богатый, кто будет? Равные друг другу люди. Люди станут братьями и товарищами. Мы отнимем скот у богатых и раздадим бедным поровну. И тогда у всех будет скот, и все будут сыты, понимаешь? А вместо жесткого мяса и черствого хлеба люди будут есть форель. Что такое форель? Форель — это рыба такая, очень дорогая. Я бы за форель быка отдал. За рыба-бык? Нет, товарищ. Никто за рыба-бык не даст. Бык это бык. Мясо. Кушать. Сытым будешь. А рыба червяк. Большой плавает. Это какой такой плохой жизнь надо, чтобы червяк кушать? Нет. Даже самый бедный человек червяк кушать не будет. Даже у самых бедных есть
Хеят. Сюльде. Сюльде ронять нельзя. Мужское имя. Честь. Дорожить надо. Говоришь, рыба это червяк? Червяк. Ну, а если голод припрет, тоже рыбу не будешь есть? Нет, не буду. Даже если сильно кушать, все равно не буду. Никто не кушает червяк. Надо же, туземец-философ. Этого еще не хватало. Ты откуда набрался всего этого? Сам придумал? Нет, А кто? народ, мудрость. Кушать червяк плохо. Народ, мудрость. А как ваша народная мудрость к богатым относится? Ну, что говорится в сказках народных, в преданиях? Если человек жадный, он плохой. Вот видишь, везде алчность и жадность – это порок. А если человек богатый, он жадный. Чё-то дровишки-то у нас совсем кончились. Ты чё принес? Это же говно. Это эдак. Зимой наш народ всегда топит эдак. Тепло, хорошо. В степи дрова мало. Эдак всегда есть. Запах от эдак гонит комар, муха. Хорошо? Ну давай, попробуй. Видал? Это мой трофей. У одного буржуя отнял. Часы называется. Очень дорогие. Позолоченные. Вот знаешь, сколько сейчас времени? Час петуха начался. А по-русски? 6 часов. Как узнал? Солнце. Наш народ солнце смотреть. Ночью луна смотреть. Так время узнать. Каждый час иметь имя. Каждый год иметь имя. Это важно. Когда человек родился, какой год, зависит судьба человека, характер. Ну а мой характер можешь угадать? Вот мне сейчас 25 лет. Тебе 26. Мне 25. Когда человек родился,
Когда человек внутри матери, он живой. Наш народ прибавляет еще 1 год. Тебе 26. А родился ты от деревянной лошадь. Я что, деревянная лошадь? Да. Теперь я знаю. Могу сказать твой характер, судьба. Ну давай, давай расскажи, я послушаю. Ты бежишь за счастьем, как всякий лошадь. Веришь в справедливость, правда. Но тебе не хватает покоя. Всегда что-то ищешь, боишься проиграть. Ты веселый, но принимать резкие решения. Как всякий лошадь, ты любишь свободу. Все лошадь любят свободу. Ты ищешь правда, бросил дом. Ты не боишься опасности. Ты любишь свободу, потому ты здесь. Если бы ты был пых, ты бы сидел дома. Любил жена, но ты лошадь. Но ты другой лошадь. Ты деревянный лошадь. Мягкий, сомневаешься, легко рассердить. Но не так, как остальной лошадь. Ты беспокойный. Но когда ты найдешь жена, ты найдешь покой. У тебя ведь нет жена? Жены нет. Тебе нужна жена. Прошлый год был деревянный лошадь. Трудный год. Самый трудный год твоей жизни. Да, прошлый год был отвратительным. Сколько раз я мог умереть, да и вообще много плохого произошло. Но ты прошел свою трудность. Дальше будет легче. Занятно. Многое совпало. Ты, туземец, не такой простой, как кажешься. Не, я простой. Все дувинцы простой. Как я. Мы простой народ, никого не обижать. И все умеют, посмотрев на небо, определять время? Да, И каждый может рассказать про каждого, узнав год его рождения? это легко. У каждого есть свой год. Лошадь, бык, тигр. Их 12. Когда детей женим, смотрим. Когда родился мальчик, девочка. Вот ты лошадь. Тебе нужен жена тигр. А жена бык тебе не нужен. Ссориться будет. Змея. Кабан тоже не нужен. Говоришь, жена змея? Не, жену-змею не надо. Да и кабана тоже не надо. Хорошо, ну а как я узнаю? Где змея, где тигр, где кабан? Это легко. Я тебе помогу.
Может, ты ко мне в гости придешь с женой? Не понял. Что? Как я приду к тебе в гости, если тебя скоро расстреляют? Ты ведь преступник, контрреволюционер. Отпусти меня. У меня дети в юрте. Ты это уже говорил. Как они без отца? Кушать хотят. Отпусти меня. Да ты достал меня уже. Ну отпусти меня, а? А зачем ты помогал богатым? Зачем? Сам ты вроде бедный, они же твои классовые враги. Про классовую борьбу слыхал? Нет. Классовая борьба – это когда одни классы людей эксплуатируют другие классы людей. Понимаешь? Богатые становятся богаче от того, что эксплуатируют бедных. Сотни лет богатые богатели, а бедные становились беднее. Но теперь пришло время, и у бедных появился шанс, понимаешь? Мы отнимем у богатых деньги, скот, имущество и раздадим бедным, и тогда все будут равны. Понял? Ладно, пошли давай, засиделись. Не надо. Так пойдешь, рядом. Только без шуток. Как думаешь, волки ночью не нападут? Плохое место выбрал. А чё плохое-то? Нормальное место. Если ты за бедных, отпусти меня. Чё ты заладил? Все отпусти да отпусти. Ну ты сам подумай, как я тебя отпущу? Ты же нам всю операцию сорвал. Ты знаешь, сколько мы главаря этой белой банды выслеживали? А ты взял и из ловушки его вывел. Жизнь ему спас. Зачем ты его спас?
Потому что человек Человек? Человек, говоришь? Этот человек душегуб, контрреволюционер, главарь белой банды. Из-за таких, как он, мы не можем установить советскую власть. Власть народа. Мы пришли спасать ваш народ, мы несем вам будущее. Сотни лет вас эксплуатировали. А ты, человек, говоришь. Пойми ты, так не должно быть. Это неправильно, когда одни наживаются за счет других. Мы должны искоренить, выжечь это зло. А покуда мы этого не сделаем, нас будут угнетать и эксплуатировать еще сотни лет. Зачем ты это сделал? меня дети юрте. Кушать хотят. Давай спать. Давай, давай. Ты уж не обессудь. Но так надо. Я, конечно, не душегуб, но в город тебя доставить должен. Пусть тебя там судят. Может, кого и разжалобишь. На! Ну что, сволочь, допрыгался? Не ожидал? Ты как? Хорошо. Ну и слава богу. Добро помню. И своих не бросаю. Ты же мне жизнь спас. Обижал он тебя? Да. Ты по что туземца обижал, а? Удивлен, что мы тебя так быстро нашли. Глупец ты. Много наследили. Туземец везде оставлял следы. А ты что думал? Что он устал? Или болен? Вояки изнеженные. Ничего не понимаете и ничего не знаете. Только привыкли свой поганый рот открывать. И отчизну хаять. Предатели. Что? В революцию захотелось поиграть? Что же ты этот костер-то развел? На всю степь видно. За версту учуять можно. Эх вы, вояки! Сколько вас вояк развелось? Він же дурні, не розумівшими стіжили.
Он говорит, Бога нет. Нехорошие слова говорил. Що він гутарив? Бога нет. Ты что, паскуда? Это... Хлопцы. Сыпьте-ка ему! Вот так! Ну-ка, хлопцы, дайте ко мне, и я этого сукиного сына научу, как Христа любить. Батька, кончать его пора. Казним его прямо тута! Слыхав, що тебе гутарять? Ми тебе, богохульник, в пекло быстро відправим. Вы его не Нехай убивать. здихає, як собака. Так йому і треба. Его мучить надо. Он злой человек. И как? В яму рыть, чтоб только голова была. Без вода и еда тяжело. Вороны глаза клевать будут. А що? Туземець прав. Може, його і впрям помучимо. Я мертв. Убивать пришел. Пей, пей, пей. Тихо пей, тихо. Тихо пей. Тихо пей, тихо. Сейчас. Сейчас. Зачем? Что? Зачем? Пей. Зачем? Зачем спасаешь меня? Надо.
Мог бы здесь меня оставить. Зачем спасаешь? Тихо, пей, тихо. Идти можешь. Кушай. Не могу. Воды дай. Знаешь, я даже молился. Думал, все, конец. Пришел ты. Я ведь враг твой. Зачем ты спас меня? Белый, красный. Какой разница? Главное человек. Ты же человек. У тебя скоро жена будет. Дети. Как они без тебя? Не будет у меня ни жены, ни детей. Ничего не будет. Отец, мать, родственники. Человек всем нужен. И ты меня просто так отпустишь только потому, что я человек? Да. Тебе-то что до моей жизни? На, вот тебе дорога. Кушать будешь. Ты меня спас. Ты Белого спас. За кого ты? За человек. Чтобы дети сыты были. Спасибо тебе. Возьми вот это. Возьми. Это прогресс. А, зачем прогресс? У меня есть. Возьми, продашь кому-нибудь. Вот это возьми. От меня на память. Дорогие трофейные. Возьми. Спасибо тебе. Куда пойдешь? В город пойду. К своим пробираться надо. Туда не иди. Там казаки. Убить могут. Туда тоже не иди. Север. Там китайский солдат. Опасно. Восток иди. Там река найдешь. По реке. Город будет. Значит, крюк придется делать. Долго идти?
Долго будет, река будет, город найдешь. Ясно. Ну а сам-то куда пойдешь? Осень скоро. Дети юрте. Перекачок ба. Я ведь даже не узнал, как тебя зовут. Сотпа. Терпеливый, значит. Так назвали. Терпеливый? Твое имя означает терпение? Да, такое имя отец дал. А меня Степан. Можно просто Степа. Что значит Степан? Оно ничего не значит, просто имя. Так не бывает. Каждое имя что-то значит. А может, что и значит, только я не знаю, что. Ну и где ж твоя юрта? Может, в гости зайду как-нибудь. Мой род кочует. Рядом река Пихем. Сотпа из рода Маады. Если что, найдешь меня. Ну, удачи тебе, Сатпа, из рода Мады. Ты в порядке? Уверен? Сам доберешься? Так что у тебя с ногой? Когда атаман спасал, как попал. Землю не смотрел. Если бы не Какпа, ты меня не поймал. Может, к доктору в город? Или к нам в полевой госпиталь? Я скажу ребятам, они помогут. Не, у нас шаман есть. Травы лечит. Лама, хюре тоже есть. Тоже травы. Умные они. Все знают. Ну смотри, если не помогут, к нам давай. Сатпа! Сатпа! Сатпа, что с тобой, Сатпа? Не знаю. Солнце может. Нога болит? Я с тобой пойду. Куда? Кто ближе, шаман или лама? К востоку от реки деревня есть. Много русских живет. К югу от деревни шаман есть. Хороший, сильный. Сам идти можешь? Да. Кого еще нелегкая принесла-то? С Богом ли ты, мил человек? Не видишь, что ли? Гость пришел. Рады мы гостям, ежели они с добром. Одна здесь. В доме есть кто еще? Одна я, вдова.
Еду неси. Чем тебя подчивать-то? Ты мне зубы давай не заговаривай. Неси что есть, да поживее. Ты что делаешь-то? Экспроприирую твою телегу для нужд Красной Армии. Взамен оставляю тебе коня. Ну ты супостат. Я бы мог забрать ее бесплатно, но взамен оставляю тебе коня. Что принесла? Рыбу. Ты что, ты этим собираешься его кормить? Живо неси нормальную еду. Рыбу убери отсюда. Рыба моя не нравится. А кроме рыбы чем подчивать-то буду? Погоди. Но хомута у тебя, конечно, нет. Веревка-то найдется покрепче. Ну что стоишь, помоги давай. Да ногу не трогай ногу. Веревку принесла? Почему в деревне никого нет? Мужики-то ваши где? Зачем тебе наши мужики-то? В тайге они. На промыслах. Еду принесла? Мясо есть? Да откуда? У нас, кроме рыбы-то, ничего и не водится. Ладно, и на том спасибо. Шамана где найти? Говорят, где-то недалеко. О, Господи, дело это нехорошее, бесовское, Господи. Ты мне эти штучки брось. Давай дорогу показывай. Вот, по тропинке, через лес и в степь. Ничего, Сатпа, ничего. Вылечим тебя. Еще в гости к тебе приедем. Мясом нас угощать будешь. Спаси! Спаси! Помоги! Русский, понимаешь? Нога! Иди! Нога! Капкан, понимаешь? Нога! Лечить надо! Все, Сатпа, я привел тебя к шаману.
Он тебя вылечит. Терпи, терпи, Сатпа. Жоқ болғандыр. Өскі оранжа жорый барған. Ертеге ер тұрған сән. Зачем? Зачем, Сатпа? У тебя ведь жена, дети, юрта. Зачем ты ушел, Сатпа? Сүннесіне шагдала жорый барған. Ары баса кедергей. Мындык орайтап керге қымда тузалап шыдабас. Аңмайнар барсын. Спасибо, что хотя бы попытался спасти.
ажақ бар бұл зекке. Кежесі қылдыр. Таба жаңжыл біле. Сен аналы жерге көк барсың ба? Ие жеріні қазары қайын бор. Жер жекішіне ажағыз бол зекке. Жер иені бұжыртадып болбас. Жер хумудар, жұртталға басқырар. Ты жизнь мне спас, а я тебя не уберег. А ведь мог отпустить тебя раньше. Прости меня. Тыңнап тұрсан ба? Ажақ бар бол зекке. Кежесі қылдыр. Я ему жизнью обязан. Думаю отвезти его тело к жене. Что скажешь? Ажақ бар бол зекке. Атырық бол. Мен кежесі қылдыр ажақ бармын. Ам сен бодың керектерін біле чорықманың дері. Думаю, ты прав. Надо отвезти его тело к жене. Ленин Москва... Что? Мы хотим воевать. Хотим найти отряд Кочетов. Где Кочетов? Не знаю, ребят, не видел. Но где-то здесь казаки. Казак? Кочетов всех победит. Казаки нет. Сейчас там китайский воин. Пошли с нами воевать в Китай. Да нет, ребят, я уж отвоевал. Давайте-ка вы без меня. Ты красный. Я красный. Коммунизм? Белый, красный. Все мы люди. Чүдеп тұрайда ма, кішің? Отқасын білмеді ма? Видал, Сатпа, орлы какие. А вот пожили б свое, глядишь, не лезли бы на рожон. Ленин, революция. Чё? А помнишь, Сатпа, вдову в той деревне? Баба, конечно, нерасторопная. Как одна с хозяйством будет управляться, не понимаю. А Норову зато сколько видал? Не, такая тебе не даст по кабакам шататься. А может, оно и к лучшему. А что, Сатпа? Вот куплю хомут и поеду к ней свататься, что скажешь? Приеду к твоей, не знаю, что говорить. Не, я, конечно, помогу. По хозяйству помогу. Адек принесу, дров наколю. Осень скоро. А там не успеешь оглянуться, как зима в окно постучит. Главное доехать, Сатпа. Главное доехать. Найду я реку твою, и род твой найду. А если не найду, всю землю обойду.
Баштақтанға ола сөзіңді Баштағы ойын